Фу, ребята, ну все. Поставил я 15 штучек. Да. Живцу всему хана. Как говорится, доверяй, но проверяй. Не плашай. Почему у Косяна они были? Потому что у меня, ребята, компрессор сдох, моторчик. Заказал, сейчас жду. Косян, говорю, есть? Он говорит, да, давай, говорю, этот у тебя. Потому что первый день мы ездили, что-то половили, второй день что-то половили. Все они, ребята, вон, все, я не знаю, что с ними. Я хрен им знаю. Некоторые даже глаза мутные. Может, теплую воду он налил, менял. Это тоже может быть. Если даже дома чуть она постояла вода, я с колодца добавляю, то все, сразу хана, ребята. Ну, гидроудар, как называется. Только с колодца холодную воду и сразу в холодильник. О, а что у меня там такое? О, ребят, флажочек валяется в стороне. Я-то думал, блин, что, как сработок, что ли, нету? Блин, а там, оказывается, флажок валяется. Видать, бандануло, ребят. Пойдем посмотрим. Да, точно, ребят. Флажочек отлетел. А плохо на этих жерлицах держатся. Они старые уже у меня. Такие, вот куда-то ездить так. Ну, мало ли где-то вот оставить там что-то еще. Не боясь, что если украдут, не жалко. А так, ребята, 10 часов. В 9 я начал. 10 ровно за час поставил. С этой стороны поклевка. Ну, мне кажется, живец-то сам не сможет сдернуть. Тут живцы-то все такие полуприсмерти. Первые штук 10, наверное, я поставил там, такие бодрые. А потом что-то раз, хрень какая-то, два, хрень какая-то. О, что это такое? Вот такая хрень, ребята. О, держишь, что ли? Помотала. Так-то. Оп, есть. Есть, ребята. Мелко. Черные бронзовые щуки. Такая грамм 800 под килограмм 900. Вот на такую плотвичку взяла. Отлично. Первая есть. 900 грамм, ребят. Так. А что, где у меня шумовка? А шумовки нету, да? Шумовки нету. Придется багориком успокоить, сделать. Вон, видали, какие они тут красивые, ребята. Здесь такие же окуни. Черные. А ерши здесь какие страшные. Как угли. Как угли, ребятки. Опа. Вот такая щучка, ребятки. Ах, красавица. Ну, 800 грамм, да. Не больше. Не больше того. А живца-то все. Нету. Живца-то, ребят, нету. Мертвого живца тоже ставить, получается, через жабры. Он будет висеть вот так, несущественно. Если мертвого живца, то надо за спинку цеплять. С этой стороны получается поклевочка. Я начал с той стороны ставить. Что тут такое? Ну, тут не глубоко. Миляк здесь. Раз, два, три. 3,5.
3,5. 3,5. Ну, такая небольшая сорожка. У меня-то там местами вообще здоровые стоят. И чё? И кто? Блин. Вообще же никто не шевелится. Вот это что-то там, да? В полуприсмерти. Что-то вроде... Блин. Костян. Костян, значит, это что-то вроде... Ну, там есть какая-то живая. Вот это, во. Все, блин. Я манал, блин. Да еще что-то вот шевелится. Чуть по чуть. Опа. Чуть по чуть шевелится. Что делать? Ничего не поделать, ребят. О, загар, ребят. Центровой. Прям на глазах. Выход, что ли, пошел? В центре ударило. В том углу. Ого. А так вот берегом пошел, нифига. А в центре хотел еще посорить. А чего, живца-то нету. Так что-то кинул. И вот ударило. Это буквально сейчас недавно только поставил. На здоровую сорогу такую, ребят. Ай, блин. Ладно, что. Всяко бывает, как говорится. Всяко бывает, как говорится. Ну что ты там не пробиваешься? Вот так вот. Ладно, что, пойдем туда. Не спешонько. Пойдем туда не спешонько, ребята. Живец же не может. Живец-то вялый такой. Ну, постоим, что покурим. Понаблюдаем. Понаблюдаем. Постоял 2 минуты. Нифига не мотает, не крутит. Или мелкая, ребята. Мелкая скоросючка. Не понял, держала. Держала мелкая. Что-то вон тут какая-то пиявка, походу. Вообще мелкая. Но живец точно сам не сдернул бы. Но вряд ли. Раз, два, 3. 3,5. Но вряд ли, ребята, живец. Он еле-еле живой. Хотя хрен знает. Ну что-то как будто кто-то держал. Плотва сама не могла сдернуть. Ну хотя, может и быть и самострел. Может как-то зашевелилась там. Испугалась. Так, ну ладно, все. Погнали пить чай.
Ваше здоровье. И что-то как-то поставил. Непонятно. Ну, вот так чуть, ну ладно. Так, ребят, 10 часов. Начало 11. Сейчас такой самый пик, ребята. Световой день очень короткий. Ну и так, знаете, как будто вот сейчас день, а такое ощущение, что ну, сумерки какие-то. Зимой солнца мало у нас. Только в морозы. И то встает чуть-чуть и садится сразу. Хрен знает. Ну, обычно вот в 9 часов самый выход, ребят. 3-4 загара-то должно быть по любе. А тут вон вообще никак. Одна попалась, и сейчас непонятная какая-то сработка. Может, мелкая щука. У пацанов тоже, они вот вчера были здесь. Они стояли там в начале. За целый день сработок 10, но все, говорит, холостая. Вся вот хрень какая-то. Поймали две небольшие щучки, что ли. Озеро небольшое, километр всего, километр 100. Но сеток здесь, ребят, хватает. Базара ноль. Тут весной, летом сетки стоят. Мужики тут ловят. Такие дела. Ну что, посидим, что, ребятки. До 2 смело можно сидеть. В 3 часу уже будет темнеть. Вот посидим. Ну, походу, ребят, без ночевки. Хотелось бы, конечно. А что, смысл? Я не вижу смысла. Ладно бы даже если поклевок бы не было. Но нету живца даже. Настроение сразу упало, блин. Ай, блин. Костя. Не знаю, почему так получилось. Ну, воду надо менять хотя бы раз в день, раз в два. Как минимум. Помимо того, что компрессор стоит, все равно надо менять. Нянчиться надо. Постоянно. У меня, кстати, я бывает живца ловлю в деревне. А сам-то я живу не здесь, ребят. Я же живу в другом селе, получается. 12 километров отсюда. А база-то у меня вот именно здесь, у мамы, так скажем, где я родился. Живца ловлю, и вот Алена Сергеевна нянчится с ними. Меняет воду, там компрессор туда-сюда. Огромный молодец, в общем, она. Семейный подряд, ребята. Ладно, что, побалдеем. Ветра не особо. Есть небольшой, но нормально. Снега нету. А вчера вот буря была жесткая. Ну, уже одну поймали. Уже не пустые, ребят. Как говорится. Пошел, наверное, ребята. Минут 40 после того, как я пришел сюда на лагерь. Сработка. Самое, что интересно, на ту же жерлицу, ребята. На ту же жерлицу. Сработка. Но нифига не крутит. Минут 40 прошло, ребят. Попил чай. Сюда-сюда что-то. Смотрю, флаг встал. Плохи дела, ребят, плохи. Парни вчера стояли после того, как отрыбачили, сматывали жерлицы. Карась, говорит, весь мертвый. Блин, что, кислорода уже нету, что ли? Вроде как ледостав-то тут всего лишь месяц. О, крутит, ребят, крутит. Начал подходить, закрутило. Блин, а тут же жерлиц. Гаси. А все остальное молчит. Селедка, тот край. Эта сторона. Такие дела. Все, ребят. Полная вымотка. Полная вымотка.
Все, забрал. Берем. Опа, ребята. Трофей. Хороший. Хорошая щука. Опа. Хорошая, ребятки. Ах ты, бля. Смотри, что делает. Трешка, походу, ребят. Ничего себе. Вот вам и нифига. Вот вам и нифига. И хочет заходить. Что там, где башка твоя? Хрена себе. О, да ладно, бля. Ребята, смотри. Ёпарасоте. Фу. Да ну нахрен. Это что за бегемон, блядь? Жесть. Вот это да, блядь. Фу. Охренеть. Фу. Ребят, это что за бегемот нафиг, а? Это беда нафиг. 7-8, наверное. Жесть. Фу, вот это да, блядь. Охренеть. Вот это дура. И лежит, ребят, смотрите. Мамаша. Все, поводок сожрала нафиг. Чуть-чуть бы и хана была. Блин, пропорол ей нос. Красивая башка бы была. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, тишина. Офигеть. Да ладно, бля. Фу, ребята, это, конечно, трофей. Это трофей, ребят. Охренеть. Вот это дубина, блин. Морду я пропорол. О! Ребятки, смотрите, какая щучка. А? Хвост какой. Жесть. Сейчас я буду вешать. Хрена себе, больше пояса. Жесть нафиг. Вот это да, блин. Уху-ху, вот это уху-ху, блин. Сейчас завесим, ребята. Ну вот, походу, 7 точно, ребят. 8. Плюс-минус. Где-то так. Точно не знаю. Но это мой рекорд на жерлицу 100%. На моей старенькие жерлицы. Хорошо Багор, блин, еще Саняк был. Так бы все, хана. Тут уже под поводок, блин. Хрена она заела. Вот это зубины у нее, ребятки. Вот это у нее зубины, блин. Ну такая, что, понятное дело, копанет и не поперхнется.
живчик-то у меня бодрый тут стоял как раз. Ладно, даже земник закрывает. Даже земник не справляется, ребят, с такой щукой. Вот это мне фартануло, конечно. Я знал, что здесь есть крокодилы. Но давно уже тут никто ничего не доставал такого плана. Блин, это щука. И все там в кишках, блин, уже. Вот чуть-чуть бы, если бы не 25-й поводок бы был, а 20-й, все, она бы срезала. Даже бы и не понял, что произошло бы нафиг. Мне хотя бы ушко открыть. Хотя бы. Нафиг. Срезать буду нафиг. Бесполезняк там нафиг. Вон, ребята, 25 сантиметров, 13 килограмм на разрыве. Килограмм на разрыве. Фу, блин. Вот это мандраж. Все стоит тихо, ребят, просто мертво. Время уже такое подходит. В плане утренний выход закончился, день. Сейчас скоро уже типа темнеть будет. Ну не типа. Да. Это, конечно, дела, блин. Ну, леска здесь у меня крепкая. Так, что, ножа никакого нету тут? У меня случайно. Ножа нету. Фу. Вот это малыха. Вот это мамаша, ребята. О, блин. Жесть. Вот это фартануло, братва, базара ноль. Блин, аж руки трясутся. Офигеть. Поросенок, блин. Охренеть, бля. Блин, ну надо же, а. Батарейки сели. Да, все, работает. Ваши ставки, господа. Хрен знает, ну 7 точно, наверное, есть.
Ребята, 7935. 7935. 8 килограмм. Охренеть. Восьмерка. Фух. 8,25, ребята. Ну, еще раз перевешиваю. Короче, 8 килограмм. Щука. Вот это дура, блин. Да, это у меня трофей по жерлицам. 8,25. Вот такая, ребят, красотка. А? Пойдет 8 килограмм и 800. Красавец. О, бомба. Вот это да, вот это не клюет. Вот такой бонус, блин, прилетает. Офигеть. Круто. Срочно обмыть это дело, ребята. Это дело надо обмыть. Такой сижу. Минут 40 прошло. 11 часов, думаю, ну все. Пацаны вчера, думаю, проиграли. Ну, у меня такая же беда. И тут тебе такой бонус. Давайте, ребята. Я много раз говорил, что на рыбалке одна поклевка может сделать все. А на охоте, ну как там говорится, один миг, один выстрел, одна поклевка. И вот, пожалуйста, 8 килограмм. Ну, башка там килограмм. Ну, 6 килограмм, ребята, филе. Ну, 5 килограмм, пусть минус. 3 килограмма там требуха, плавники, голова. 5 килограмм, ребят, чистого мяса. Ну, такую только на котлеты. Это у меня трофей. 8,25, ребята. Я даже летом такую не ловил. А летом у меня 7,600, 7,800, что-то такое. О, очень хорошо. На озере, ребят, сегодня красиво, очень спокойно, так тихо. Такой вот, такие берега здесь топкие. Береза. Жилички стоят, молчат. Спокойно, тихо сегодня. Вчера буря была, сегодня спокойно. Но рыба не клюет, ребята. Повезло, конечно, мне с бонусом. Вот такая торпедка, блин. 800 грамм, ребята, и 8 килограмм. Офигеть. Прям лежат так рядом, знаете, и непонятно, блин. Хорошая, конечно, мамаша. Это прям настоящая мамаша. Хвост, блин, офигеть. Красавец. Вот такие делы, ребята. Время 12 часов. Вот думаю, вот оставаться, не оставаться. Ну, живца нету, поклевок нету. Ну, что мне смысл здесь сидеть одному? Хотя можно было кайфануть, как бы так, в плане этого. Приготовить что-нибудь вкусного. Я там взял. У меня там бутылочка есть. Вот. Собирались-то все равно с Костей, как бы. Планово. Брикеты 2 пачки взял. То бишь, хотя здесь дров, проблем нету с дровами, ребята. Все береговые деревья полностью сушняк. Сухие. Приехал, напилил, загрузил. А брикеты старые, там еще с прошлого года в гараже. Надо их сжигать. Они все равно уже как-то влагу берут свою. Ну, это, ребята, фарт. Вот это прям фарт. Знаете, это прям вот, ну, не клюет же вообще. Смотрите, вот мертвый. Вчера у пацанов то же самое было. Вначале там где-то они на мелкую щуку нарвали, скорее всего, вот он на загары делала. А здесь просто бац, и поклевка, и трофей. Ну, блин, вот как это, ребята? Ну, это вот, как говорится, бог не фраер, видит все. Спасибо, конечно. Я очень рад за такой бонус, блин, реально. Тем более у себя на родине, у себя на своем водоеме. На Тафаларе, ребята, на кормильце.
Вообще так спокойно, так тихо, ребят. Знаете, аж прям... Вот есть такое выражение, типа, глохнешь от тишины. Вот то же самое. Вот сидишь, когда один. И вообще. Просто в 3 потемнеет, ребята, и все. С 3 часов до 8 утра будет темень. Не вижу я смысла. Да и живца нету. Блин. Хоть что-то можно было сейчас как-то переставить, что-то. Можно было продолжить эту сторону, как минимум. Может, как-то туда что-то еще. Но она не клюет. Если были какие-то сработки. А тут просто вот так на дурака как-то повезло, я не знаю. Она, конечно, в лунке, когда я ее забагрил, она, конечно, там жизнь отдавала. Ну, прям была бойня на, как говорится, на... Не на жизнь, а на смерть. Она прям вот так, я думал, она мне вырвет сейчас руку. Порвал я пассию, ну достал. И все, она вот вылезла, и все, лежит просто, сила отдала. Ну, неактивная рыба. Оставим жариться, ребятки, чё? Чё тут ехать? Ну как, все равно километраж-то получается туда-обратно, это уже там 30-ка почти. Оставим на ночь, и чё, приедем. Впереди выходные. Завтра уже. Так что, наверное, так. Значит, перекусим, колбаска там брал, будет. Чайку попьем. Может 100 грамм. За трофея 100 грамм обязательно надо бахнуть, ребята. Как вы думаете? Погнали. Давайте, подтягивайтесь. Лучший рыбак. Душа поет, когда клюет. Это мне доча на 23 февраля подарила когда-то. Позапрошлом году вроде что ли. Чувствуется, холодает. Но к выходным там хороший минус нарисовывается. Там в районе 19 там, градусов. Ну как хороший. Относительно то, что было просто. Такие качели сейчас вот что-то вот стабилизируются. И снежочек выпал, и морозики. Ну, что-то на зиму похоже начинается. О. Ну все, вот. 2 загара, ребята. Все. Сейчас к вечеру еще, возможно, кто-то, может, шевельнет. Ну а так, в принципе, если утром не ловишь, то навряд ли. Навряд ли. Ладно, я решил 5 капель, ребята, бахнуть. Так как с этим озером у меня свои счеты. Когда-то я здесь откупился железом, как многие говорили. Потерпел здесь крушение. Может, новые подписчики не знают. Можете пересмотреть. 2 года назад я здесь неудачно заехал, так скажем. И провалился. Топил технику. Сам еле выполз. Ну, выполз как бы. Просто если бы я провалился в воду, то это было все хана. Было 4 метра на той точке, где я провалился. Вот. И собака ушла у меня под воду. У меня был лонг 500. Техника пролежала целый месяц под водой. Тоже люди писали, что ты там тянешь, не тянешь. Тут да не было тут толком нормального льда, чтобы делать эвакуацию. Плюс я подготавливался, что-то как-то продумывал, как все это. Ну и короче, все достали, ребята, все нормально. Ну, ушли там до хрена чего. Кофр открылся, получается, там был самодельный кофр. И когда собаку доставали, видать, ее перевернуло как-то. Ну, короче, не было вещей. Бур ушел там, ну это мелочи. Вот, набор ключей из дорогих. Понятно, сама техника. Обидно, что намочил камеры. Остался без камеры, камера была новая. Вот. Ну, короче, нормально я так-то по деньгам летел. Ну и что, восстановился. Вот. Потом здесь пищня
Не по моей вине, конечно. Парнишка там взял печню, дорогущую печню ручной работы, вот, и утопил ее. Короче. Вот, озеро забирало. Сейчас озеро просто дало, понимаете, ребята. Сейчас озеро меня хорошо встретил, поприветствовал. Я не спешил в этом сезоне, сюда не прорывался, потому что сюда доехать не просто так. Как минимум надо речку переезжать. Вот такие дела. Так что как-то так. Давайте 5 капель. Кто со мной? Летом лодка мой дом. Ага. Зимой на тафаларчике можно их перекусить. Колбаски, ребят, зеленецкие, наше производство. Ну, я имею в виду Республика Коми. Но будем, как говорится. Ваше здоровье, ребята. Как бы сказал корешок мой, как теща под лед пошла. Нет, есть тещи хорошие. Время, ребята, 2 часа. Сколько сейчас точно скажу вам? 1:30. И у нас загарчик. 3-й загар. Середочка, ребята. Серединка сработала. Только-только. Пойдем посмотрим, что там у нас. Чувствуется, холодать начинает. Середочка. Ничего себе. Полная вымотка. А только сработала. Вон я оттуда пришел. Фига быстро вымотала. Будем брать. И холостая. Полностью вымотал и холостая. Нормально такие порезы. О. И выплюнула. Что-то не понравилось. Ладно. Блин, там, не знаю, есть еще живой какой-то, нет? Середочка. Жерлицы вот эти, конечно, не берите, ребят, такие жерлицы. Говно полное. Это, не знаю, ямановские вроде. Вообще не жерлицы, а хрен знает что. Поставил здоровенную сорогу. Такая, блин, грамм 100, наверное. Что-то вроде так еще шеволится. А вдруг, ребята, на 9. А я шучу. Ну, блин, взяла, активно вымотала и выплюнула. Вот и все. Вот 3-я поклевка получается за сегодня, не считая той. Ну, я думаю, что там, возможно, даже самострел. Хотя, навряд ли. Боданула щука, наверное. Будем считать, что 3.
И все, ребята. Ну, до темна достоим, до сумерек. Фара есть, фонарики есть. А вдруг... Вот это получается сейчас вечерний выход должен был быть. Второй час, вот перед сумерками. 3 выхода, рыбалка в 3 выхода, ребята. Это утренний, там с 8, ну до 10, до пол 11. Потом затишье там часа полтора. Обеденный, такой небольшой выход бывает. И вот уже вечерний, под сумерки. Частенько вот именно вечерние выходы трофеи ловились тоже. Блин, подхожу и такая полена лежит, ребята. Аж не по себе как-то. Так, ладно. Постоим еще, ребята. Есть у нас еще часик. Плюс-минус. Да попрем домой. Не знаю, сани можно даже не разгружать будет. Готово в экспедицию, ребят. Все там. Топливо. Пачка брикетов там. Тут брикеты. Скоро ко мне дядька приедет интересный. Вы его знаете. Вот. Напишите, ребят, кто думает, кто приедет. Не поверите. Такие дела. Третий загар на эту же жерлицу. Охренеть. Третий загар. Я как-то говорил в комментариях. Не в комментариях, точнее, по видео мотает. Вот эти штучки изоленты, ребят, тоже помогают, конечно. По поводу сработок на жерлиц. Многие жерличники утверждают, что с одной удки поймаешь только одну. Здесь какую-то куда-то я попал, ребята, походу. Офигеть. Мотает потихоньку. Пойдем смотреть. Ладно, ребят. Что-то нифига. Тишина. Помотала и бросила. Мелко, походу. Ну так-то еле живой. Попробую что-нибудь найти. Опа, сработка, ребята. Еще одна. Ха-ха-ха. Может, реально выход вечерний пошел, ребят. Нереально, а точно. Там возле мотособаки флажок. Вот. Блин, может, ночью клюет. А я тут домой собрался. Да что, без живцов все равно что делать? Ну, чуть помотала, чуть-чуть, по чуть. Раз, два, три. Так. Что-то вроде шевелится. Поставим сорожку по матере. Еле-еле, конечно, она, но все же. В воде, походу, немножко очухались. Так, погнали туда. Вот, та сторона щелкнула. Это меня радует. Поперли. Ух, набродила-то жесть. Что тут она делала? Сильно ударила, походу. Сильно ударила. Ну, походу, бац. И все, она, скорее всего, холста. Ну, подождем. На крайняк. Спешить не будем. Походу, ребятки, тишина.
больше не мотает. Да, сильно ударила. О, сорока тут боевая еще. Нифига, тут резвая какая. Опа, тихо, 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 мать. Вон, клык. Ну, бац. И все. Клычок оставила свой и убежала. Обычно так, когда резко, да, обычно так и бывает. Ударяет и все. Раз, два, три. Вот так вот. Ну, хоть какая-то активность тоже радует. А то стоишь, смотришь в пустоту, как говорится, ни о чем. Спустя еще полчасика, ребят, уже заметно начинает темнеть. Вот 2 подклевки подряд. Непонятно, там полная вымотка такая сразу, причем махом. Вот бывает, что вот это крупная рыба, крупная щука вот так делает. Берет просто и ходом, знаете, не останавливает. У меня был случай такой, как-то с Мишанькой на этом озере тоже были. И мы стоим, я что-то готовлю, не помню, что-то я делал. Ну, не суть, в общем. Макароны что-то варил, ну, как обычно. На льду, плитка на льду, что-то санями обложились, ветер. И жалится вот буквально, я не знаю, ну, как вот, допустим, вот это. И я здесь готовлю. В общем, бац, флажок. Я говорю, Миша, смотри, говорю, флаг. И катушка просто интенсивно начинает мотать. Просто мотает, мотает. Я говорю, Миша, труба. В общем, она, ребята, доходит до конца. И вот, ну, просто, знаете, как шутя. Просто чоу, такой щелчок. Вот просто леску рвет на узле. И все. Просто, ну, взяла хорошая рыба, пошла ходом и просто оторвал. Офигеть. Ну, допустим, вот такая рыба, она вот может вообще в легкую такое сделать. Просто взяла и ходом идет, и натяжение просто. И жалицу аж переворачивает, короче, и все. Ну, так чисто. Что вот вспоминаю, что вот было вообще как бы. Ну все, что, полчаса еще, ребят, максимум. И будем сворачиваться. Будем сворачиваться. Ну, дождем прям капитально. Раз уже такое дело. Раз уже не остаюсь. Так бы сейчас уже по латочке сидел бы, грелся. Такие дела. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня. Ты иди по полю меня, а я брусничный лес. Али есть то место, али его нет. Вечный до рассвет. Али есть то место, али его нет. Так, ребят, ну чё, все потемнело полностью. Что-то начал собираться.
Что-то маханул фонариком. У меня там флажочек стоит. Не было видно. В том углу, ребят, сработал. Хорошо видно. Это самоделки. Дорабатывал сам лично. Супругой помогала мне клеить флажок. Пойдем сходим посмотрим. Достоял, ребят, я до полных сумерек. Все уже сейчас махом потемнеет. И смотрю, стоит эта сторона. Интересно. Интересно. Походу недавно клюнул, потому что еще вот до этого еще светло было. Сейчас каждые 5 минут, ребят, темнеть начинает махом. Как раз живой пескарь есть. Ух, полная, ребят. И натяг вроде стоит. Огонь. Так, ладно. Пробуем. Опа, есть. Опа. Ребят, хорошая щука. Хорошая. Нормальная щука. О, какая. Ху-ху. 2,5 где-то, ребят. 2,5. Черная. Красавица. Вот вечером, ребят, вышла. Смотрите. А? Блин, не зря, ребята, я дождался. Ой, черная красотка. 2,5. Так, ладно, у меня как раз карась живой. Огонь. Щука, ребят, вялая. Смотрите, достала, она даже не шевелится. И там все в шахте. И там все в шахте. В шахте. Ну чё, я считаю, что даже... Блин, если бы, конечно, живец, я бы остался. Ё-моё. Ё-моё. Опа. Фига, чуть в глаз не прилетело. Крупнячок, ребят, ходит, получается. Все там, да ё-моё, а. Что ты будешь делать? Блин, ну 2,5 это же тоже хорошая щучка-то, по идее. О, сорога, ребят, смотрите, дергается. Но ей, скорее всего, хана будет. Да, и хана. Вот такая малыха. Пойдет. 2,5, да. Че, может, ставим палатку, ребят, да ну его нафиг. Домой не поедем. Да ладно уже, что, я уже собрался. Бур уже собираю, все. Собрал, точнее. Короче, трофеи есть. Сегодня прям как-то так на эмоциях все это. Легко, спокойно.
все, ребята, полностью потемнело. Еще и одна попалась, так скажем, довесок того, что сегодня можно было поймать. Я считаю, даже, ну, как-то вот так, редко, но с трофеем, с бонусом, блин, ну, круто, на самом деле. Вот сейчас думаю, блин, может быть, реально нужно было остаться. Ну, ладно, ребят, что уже, как-то тоже переобуваться неохота. Поеду домой уже, тем более своим отписался, что связь немножко полавливает, что приеду. Вот, жалится, ребята, оставляю в ночь. Посмотрим. Вот по сумеркам еще одна бахнула. Возможно, ночью что-то еще будет. Ну и как минимум завтра утром. Вот, завтра приедем. Посмотрим. Ну а так, я считаю, шикарная рыбалка, ребят. Все. Ладно, не получилось. Что-то не получилось. Что-то и получилось. Все, Тофик прогрелся, ребятки. Щуку покидал вот так. Все, уезжаю домой. Все, ребят, давайте, до завтра. Всем связь. О, подогревы, ребят, работают. Я раньше не понимал вот эти подогревы, но они вроде как греют, но до скорости руки мерзнут. А вот с этими муфтами, как они называются, вообще класс. Работаете? Водичка вышла. А я полетел.